Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы на кухне. Хочу я приготовить самые простые щи, деревенские щи, которые любит Сережа. Ну и как сама я готовлю. Конечно, я учить никого не собираюсь, просто буду готовить, как я сама делаю эти щи. Значит, взяла я ребрышки свиные. Разделяю эти ребрышки. Уже помыла. Вот такое жирненькое мясо. Так, и кладем это в кастрюлю. 3-литровая кастрюля. Наливаю водички и ставлю на плиту. Так, ставлю на плиту. А здесь я буду делать зажарку. Морковь, лук обжаривать сейчас будем. Вот. А пока у нас бульон пусть закипает. Теперь я буду резать лук. У меня здесь на столе приготовлен лук, чеснок, перец горошком, морковь, капусту 200 грамм взяла и картофель 4. Ну и еще томатная паста. Буду добавлять, когда буду жарить морковь и лук, томатную пасту. Можно и помидоры, свежие помидоры. Ну, по-другому у меня под рукой у меня это не оказалось. У меня только томатная паста. Будем добавлять томатную пасту. Так. Добавляем масло растительное. Режем лук. Сегодня у нас погода пасмурная. С утра был такой снег. Полностью намело на улице. Вот. Ну и днем уже как бы все растаяло. Что выпало, то растаяло. Но погода пасмурная у нас сегодня. Сегодня я выпускала Умку на прогулку тоже. Вот. Набегалась она сегодня. Домой заходила, да какая-то слишком взвинченная, опять же. Гиперактивная, что ли, какая-то такая. Это после вот того, как она убежала, вот после этого собаку как бы она изменилась полностью. Вот. Какая-то такая неспокойная стала. Ну, сегодня набегалась, да, потом сама, конечно, как раньше она не заходит. Пришлось надеть цепь на ней, чтобы я могла ее вольер, чтобы она могла зайти, потому что она сама свободно туда не заходит, стоит в сторонке и ждет, потому что неохота ей зайти почему-то туда. Вот. Ну, немножко пробежалась, нагулялась я сегодня уже, и потом спокойно лежит в будке. А та тоже выла очень сильно. Ну, сегодня просто вот снег такой был, полностью земля была покрыта снегом. Вот, и из-за этого я и выпустила, потому что так у нас потом слишком грязно. Когда домой выпускаешь, вот, вся грязь заходит. А с утра был снежок, и вот я отпустила, набегалась немножко. Так, ну, я положила лук, значит, будем обжаривать лук. Пока лук у нас жарится, я буду резать морковь. Такими мелкими полосками режем.
Через терку не буду натирать. Ну, вот так обжаривать будем. В супе вода, значит, скоро закипит уже. Сюда кладем морковку дальше. Сейчас немножко еще добавлю масла растительного. И кладем морковку. И обжариваем вместе с морковкой. Значит, суп закипает. Пенку отсюда мы все убираем. Черная кошка у нас там у Кати бесится уже. Только чтоб цветы не уронил. Один раз уже было такое, что с подоконника вывалил цветок. Орхидею. Ну хорошо, что она как бы упала вместе с горшочком и не сломалась. Так, значит, пенку убрали. Так. Пусть пока у нас это мясо, косточки, ребрышки пока пусть готовятся. Все. Кладем соль. Пусть кипит. Добавляем сюда томатную пасту. И тоже немножечко обжариваем вместе с томатной пастой. Плиту, значит, я выключаю. Все, у нас это готово. А теперь осталось ждать, когда у нас будет готово мясо. Ребрышки, когда будут готовы. Так, у нас ребрышки готовы. Ребрышки вытаскиваем. И кладем капусту. Так, кладем капусту. Где-то у нас мясо варилось час. Вот. А сейчас положили потом, вытащили, положили капусту. Вот. И вода закипит, и потом добавим туда картошку. Так. Теперь пусть закипает. Режу картошку на суп. Картошка крупная.
Мелкую, конечно, легче резать. Все готово. Вот. Так, капуста у нас закипела. Так. Размешаем. А теперь будем резать мясо. Отделяем от костей. Вот на такие кусочки режем мясо. Мясо немножко остыло уже. Уже не так горячо. Мясо такое жирненькое. Суп должен быть вкусным. Без ребрышек особенно суп вкусный получается. Так, вот, мясо у нас готовое. Вода закипит. И потом можно уже класть мясо. Кости дам собачкам. Пусть грызут. Вот. У нас суп закипел. Сейчас кладем сюда. Зажарку положили. Сейчас все это перемешаем. Так. Попробуем на вкус. Как у нас там. Надо или нет добавить соль? Угу. Соль надо. Добавляем соль. Сюда же кладем мясо. Так. Кладу перец горошиком. Так, суп у нас густой получился. Я люблю, когда суп густой. Такой наваристый получается. Соль еще надо. Добавим еще соли. Так. Закрываем и пусть варится пока до готовности картошки. А потом уже в конце будем класть чеснок. Режем укроп. Вот я с морозильника достала. Так, мелко режем. Зеленого лука вот нет у меня. Это укроп мы туда уже после, когда уже суп будет готовый, добавим. Немножко в суп я добавлю уксус 9%. Нужно, чтобы суп давал немножко кисленькое такое, вот вкус кисленький был. Вот я и кладу сюда уксус 9%. Вот. Этого, наверное, будет достаточно. Все. Еще 2 головка чеснока положила. Добавим. Ну, минутку 5 еще пусть готовится еще. Добавляем
лавровый лист, то я выключаю и добавляю укроп, зелень. У меня только укроп. И пусть немножко потомится на плитке, а потом будем уже пробовать наши щи. Сейчас немножко пусть постоит, я плитку уже выключила, пусть дойдет до готовности. У нас суп готовый. Вот, сейчас попробуем наш суп. Вот такой густой у нас наваристый суп получился. Вот, и сейчас попробуем. Добавила сметану. Сейчас попробуем наши щи, какие получились. Аромат такой. Суп с чесноком. И аромат такой идет. Вкусный. Очень вкусный. Так что я так и делаю щи. Самые простые домашние деревенские щи. Ну, каждая хозяйка, конечно, делает по-своему тоже. Что-то, чего-то такое добавляет. Вот. Ну, а мы делаем все по-простому. Ну, как и все, наверное, делают так же. Но только вот то, что вот некоторые добавляют помидоры. Но я вот положила томатную пасту. Но это значения не имеет. И суп получился очень вкусный, очень наваристый, густой, аппетитный. Так что можно кушать. Горячий вкусный суп. Будем кушать. На этом я свое маленькое видео заканчиваю. Вот. Всем приятного аппетита. Ну и всем пока, конечно. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.